В Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчетов, более 11,5 тысяч военнослужащих, более 1500 из которых участники специальной военной операции. В числе парадных расчетов по Красной площади прошли подразделения армии дружественных государств. Также в военном параде приняла участие механизированная колонна, 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. Парадом командовал главком сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад Победы на Красной площади министр обороны России Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин поздравил участников парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Пролетом авиации, оставивших за собой шлейф в цветах российского флага, завершился военный парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Над столицей пролетела группа высшего пилотажа, стрижи на истребителях МиГ-29, русские «Витязи» на Су-30СМ и 6 штурмовиков Су-25. Военные летчики раскрасили небо над столицей в цвета российского триколора. В Малгобеке сегодня торжественно отмечают День Великой Победы. В городе воинской славы с самого утра горожане собрались по праву достойно встретить самый главный праздник в календаре государственных событий страны. Мероприятие началось на мемориале «Славы». Здесь участники возложили цветы и почтили память минутой молчания всех, кто приближал стране победу. На территории всего парка были размещены портреты участников Великой Отечественной, как дань уважения и благодарности их героическим подвигам. Для собравшихся выступили творческие коллективы. Также здесь проходит выставка декоративно-прикладного искусства, а представители национальных диаспор, проживающих в Малгобеке, приготовили для гостей свои самые вкусные традиционные блюда. Каждый желающий мог ближе познакомиться с культурой многонациональной страны и отведать угощения. В мероприятии принял участие глава республики Махмуд Али Калиматов. Он отметил, как важно сегодня нам всем вспомнить героев и праздновать такие даты. В рамках акции, инициированной главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым «80 добрых дел к победе», в селении Сагапши сегодня выпустили фазанов в лесные угодья Ингушетии. Мероприятие организовано региональным Минсельхозом для восстановления популяции птиц и сохранения биоразнообразия флоры и фауны республики. Фазаны были привезены из Ростовской области. В мероприятии принял участие глава региона Махмуд Али Калиматов, представители министерств и ведомств, а также местные жители. Для Ингушетии сохранение природы – одно из приоритетных направлений. Цель – пополнения численности птиц. Офицеры Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия руководитель Следственного управления Ахмед Асхабов и личный состав возложили цветы к вечному огню на мемориале памяти и славы в городе Назрани. Участники почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной, отдавших свои жизни за мирное будущее потомков. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о героях, павших в Великой Отечественной войне. УФСБ сообщает, оперативный штаб в Ингушетии в период празднования 9 мая обращается к жителям и гостям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра, не допускать действий, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и создающих опасность для окружающих. При обнаружении подозрительных предметов и вызывающих подозрения транспортных средств, получении сведений о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, лицах, возможно, причастных к подготовке и совершению преступлений, незамедлительно сообщать по телефонам, которые вы видите на экране. Анонимность гарантируется. Также сегодня в Магасе будет временно ограничено движение транспорта на ряде центральных улиц в связи с проведением праздничного концерта, приуроченного ко Дню Победы. Ограничение будет действовать до 22 часов на пересечении улиц Али Горчханова, Кайсына Кулиева и Идриса Зязикова. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения. Напомню, что концертная программа начнется в 17 часов на площади Алания. Вход свободный. Приглашаются все желающие.